Бәлкім есеміз құрметлі коллегалар, біз Қозанда енді 8-ші мәртебе ұзашақ фэшн ифтарға бағышланған матбуғат конференциясын башлап жіберебіз, біздің бүгінгі спикерлар. Спикерлар есімдерін рус тілінде оқып. Джанат Шамильевна Мингазова, эксперт в области благопристойной моды, основатель Modest Covered, автор проекта Fashion Iftar. Также Радик Мухалямович Абдрахманов, соучредитель национального туристического комплекса Туган Аулам, член Общественного совета при Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан, основатель проекта Туган Батыр, Ильзазат Назигантинова, менеджер проекта Modest Covered, а также Регина Валерьевна Загидулина, основатель Plus Size Кайзен, кастинг-директор, режиссер, постановщик показа, и Динара Ринатовна Шамсудинова, куратор по партнерам и работе с участниками Fashion Ифтара. Джанна, первое слово, естественно, тебе. Мне кажется, большинство, учитывая то, что здесь в основном женщины интересует, дресс-код в каком цвете будет, тематика какая заявлена, и также, насколько мне известно, вы в этом году расширяете вообще географию Fashion Ифтара, и он будет проводиться даже за рубежом. Где это будет и на какое количество гостей? Всем ассаляму алейкум и доброго дня. В этом году мы остались на прежней площадке Акбарс Retro Cars в связи с тем, что в Казани проводится много других мероприятий, многие места закрылись на ремонт. Цвет этого года – это зеленый, темный зеленый цвет. Мы выложим специальный гайд, в котором будут отмечены оттенки, бренды, к которым могут обратиться гости в случае замешательства. И с точки зрения темы мы выбрали герои нашего времени. Это Туган Батыр, книга, проект, который принадлежит Радику. И Палестина, то есть по принципу любви к своей земле. Как Туган Батыр, национальный герой, борется за свою землю, за свою землю, так и палестинцы, которые держатся за свою родину. Я думаю, что здесь есть очень большой момент патриотизма, который нужно развивать, поддерживать, и для нас это огромный пример. Также в этом году Fashion Iftar пройдет в Дубай на 300 человек. Это тестовый проект, тестовая возможность. Почему мы выбрали именно Эмираты? Это перспективная площадка, очень много резидентов из России, также очень много возможностей с точки зрения взаимодействия с местными жителями. И я очень надеюсь, что мы будем расширяться дальше в другие страны и создадим огромное масштабное женское комьюнити мирового уровня. И самое главное, какого числа пройдет Fashion Ифтар? 31 марта в Казани и 6 апреля в Дубае. 31 марта площадка остается, как и в прошлом году, выставочный комплекс Акбарс Retro Cars. Спасибо большое, Джанат. Я думаю, вопросов еще у журналистов будет много. Слово передаем, Радик, вам. Подскажите, пожалуйста, вы как главный организатор данного мероприятия, насколько меняется ли формат, какие новинки есть, и также заявлено, что будет огромное количество иностранных гостей. Кто это будут и откуда? Спасибо. Ассаляму алейкум, хайрле. Скажу так, что для нас это особое мероприятие. Fashion Iftar — это очень красивое такое знаковое мероприятие, и мы к нему особенно готовимся. Будут красивые столы, будет званый ужин в формате званого ужина. Это будет ресторанного качества обслуживание, ресторанного качества сервис, еда. Мы с каждым годом стараемся улучшать наши проекты и наши мероприятия. Поэтому в плане угощений, я думаю, что всем понравится, и столы будут красивыми, и на столах будут много разных угощений. Что касается гостей, туда мы хотим пригласить иностранных гостей, то есть гостей — это наши консулы, жен консулов, которые есть в нашей республике. Большой интерес проявлен к нашему мероприятию со стороны арабских стран.
То есть они знают об этом мероприятии, видят, и мы планируем, что у нас будут иностранные гости. А, Пока не буду озвучивать, кто будет, но мы над этим сейчас работаем, что у нас будут интересные гости, и которые в том числе общественные деятели, которые будут освещать тему Палестины. Вот это тоже у нас в планах. Спасибо вам большое, Эльза. Какие бренды будут представлены в нынешнем году? Перечислите, пожалуйста, их. И все-таки какой процент новых брендов? Все ли они из Татарстана, из каких они регионов? И также такой вопрос, где вы ищете вообще эти бренды, как вы их находите? Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Так как Fashion Iftar уже есть доверие с многих регионов и с нашего региона, то бренды приходят сами. Например, маркет мы закрыли за неделю. То есть как только мы объявили о том, что мы открываем набор на Fashion Iftar, сам маркет заполнился сам. Люди писали нам лично уже с прошлого года и какие-то новые бренды. Бренды, которые участвуют в показе, примерно 20% из них это с прошлого года, такие как Ирке, N1 Кузнецова. Эти бренды остались с нами, и появились новые бренды, которые из Москвы, например, Чумаков Марьям, они приезжают со своим брендом, Hyatt Store из Казани, Алга и другие бренды. То есть не было такого, что мы искали сами в больших количествах, но многие бренды обращаются уже сами. Также у нас будет интересный показ бренда от Туган Батыра. Будут принцессы, сказочные принцессы, и такой бренд, как Алга, который у нас в Татарстане очень популярный. А что касается маркета, сколько брендов представлены там, кто это будут? На маркете около 20 брендов. Это и украшения, и головные уборы, сумки, то есть разные какие-то такие вещи, которые будут интересны именно женской аудитории. То есть, как всегда, будет возможность еще приобрести Какие-то, да, сувениры с собой, либо украшения, чтобы забрать с собой в память о фэшн-ифтаре. Спасибо вам большое. Регина, сөз сізге, сіз әлігі показның төп режиссері боларақ, онда нендей яңалыклар болашақ, чөнки алдағы елларда сіз нендер қызык моментлар толып, мисалы мен хатırlayayım, 3-нче елнымысың, көзгеләр белән чыккан модельләр бар иде, коллекциялар бар иде, быел нәрсәләр булачак һәм менә Эльза бераз гына сөйләп китте, Туган Батыр коллекциясы турында. Әлеге коллекцияда ничә образ бар һәм аның авторы кем? Хәерле көн. Ел сайын без әзерләнәбез. Бу елда Туган Батыр коллекциясының әкияти ханбикәләр дигән 5 образ көтәбез, хыялланып. Һәм Хаят брендының бу елны минем яраткан нестандарт модельләр була. Без алар белән дә әзерләнәбез. Көзгеләр буламы, юкмы білмим. Сюрприз буларак, берәр әйбер була, безнең темага бәйле герой нашего времени, шуның төп идеясын ачыкларбыз дип уйлыйм, алла берсе. Демәк, герой нашего времени дигән теманың төп герое ул бит инде Туган Батыр булып чыга. Һәм әлеге әкияттә булган менә шушы төп персонажлармы алар, я булмаса Юк, ул кемнәр алар? Туган Батыр коллекциясында була. Без менә Палестина белән бәйле ачыклыйм инде, ярар, сюрпризларны. Хаят бренды белән менә шул темага бәйле чыгыш ясыйбыз. Демәк, махсус коллекция булдырыла һәм менә шушы теманы ачу өчен. Бик зур рәхмәт. Без бераз гына күпмедер дәрәҗәдә сезнең сюрпризларыгызны ачыкладык, ләкин алга таба аны бәлки әле сораулар булыр, шуңа күрә дәвам иттереп тормыйм. Динара, самый главный вопрос к вам. На какой площадке, где и когда откроется регистрация? Потому что, как правило, очень быстро расходятся эти
пригласительные, учитывая то, что участие в Fashion Iftar ежегодно бесплатное, поэтому, мне кажется, те, кто сейчас нас смотрит в прямом эфире, вот для них главный вопрос, где и когда можно найти информацию об этом. Добрый день. Ну, каждый год мы стараемся облегчить регистрацию, поэтому в этом году регистрация будет открыта на таймпэде. То есть вам сразу будет приходить пригласительный билет, можно сразу будет проверить также на QR-коде для того, чтобы никто не приходил лишний, да, потому что ажиотаж очень большой. И в этом году также мы хотим облегчить именно благотворительный сбор. И для этого у нас есть в партнерах приложение Туба, где будет открыт благотворительный сбор для студентов из Палестины. Спасибо большое. И еще вопрос, ну это уже, наверное, не к Динаре, а скорее всего к Джанет. В пресс-релизе заявлено выступление звезд татарской эстрады и также спонсорский розыгрыш. Кто в этом году является спонсором, какие будут призы и кто все-таки станут хедлайнерами мероприятия в этом году? Относительно выступающих мы секрет сегодня раскрывать не будем, потому что мы раскрыли и так достаточно много из того, что хотелось бы оставить в секрете. Тогда Но я перезадам вопрос. Это будут новые лица или будет процент тех, кто выступал и в прошлом году? будет процент, конечно, тех, кто поддерживает наш проект ежегодно. Для нас ценны эти люди, ценны эти контакты, но будут и новые. Также хотелось бы отметить, что в этом году мы тоже будем разыгрывать путевку в Умру. Дум РТ Хадж в этом году нас также поддерживает, и мы, в принципе, этому очень рады. То есть путевка в Умру, как и в прошлом году, будет на 2 лица. Да, единственное, я, скорее всего, снова разобью и вторую путевку отдам волонтеру, потому что я считаю, что этот труд тоже должен быть оценен. Отлично. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, Рахимитеп, Татаринформ. Хайрлы кандидат информ Ибрахимова. Менә әйттегез, төсләр буенча аерым бер гайд чыгачак дип әйме, аны менә халык кайдан эзләп табыла һәм нинди мәгълүмат анда тагын булачак. Относительно дресс-кода, мы будем выкладывать гайд в телеграм-канале и в других социальных сетях нашего мероприятия. И хотелось бы отметить, что соблюдение дресс-кода очень важно на 80%. Это будет темно-зеленый. И в этом году мы будем строже подходить к пропуску. То есть, если будет нарушение дресс-кода, то, скорее всего, мы можем не впустить. Просто потому, что это уважение к организаторам. И мы хотим, чтобы мероприятие было комфортным и красивым для всех. В любом случае мы предоставляем возможность выгулить свое самое лучшее платье, почувствовать себя как раз-таки, возможно, принцессой из сказки Туан Батыр, и не воспрещается использовать татарские элементы. Мы, наоборот, будем очень счастливы, если девушки подойдут ответственно к этому вопросу и наденут чулпы, возможно, какие-то другие украшения, поясные. Как говорят, татарскую женщину сначала слышно, потом видно. Вот, мы за это. Джанат, вот вы сказали про дресс-код, на что особо обратить внимание участницам. Понятно, что основной процент это все-таки уже покрытые девушки, женщины, но есть все-таки процент тех, кто еще только приходит в ислам, вот на что им обратить внимание? Конечно же, мы отстаиваем соблюдение полного покрытия аурата, но если девушки только приближаются к религии, никого ломать не хочется, то есть это в любом случае может быть тюрбан, это может быть накинутый шарф, это может быть другой необычный головной убор, потому что среди гостей иногда бывают даже христианки, которые хотят ознакомиться с религией ислам, и они надевают порой шляпы или беретки. Мы будем рады даже такой поддержке, потому что это уважение не только к нам, как к организаторам, но и уважение к самой религии ислам, которая все-таки проповедует полное покрытие головы. А кто все-таки, вот вы сказали, что будем строже подходить к вопросу дресс-кода, кого вы можете Оттенок. не впустить? Это оттенок, то есть мы специально подобрали прямо тона, они будут в гайде прописаны, показаны, все очень доступно. Если, допустим, при темно-зеленом дресс-коде человек придет в травянистом, в ярко-зеленом, то, конечно, здесь То есть я не пройду. нет. В этом образе я не пройду. Какой оттенок зеленого все-таки в этом году в дресс-коде? Там их 9.
как бы их 9, у них очень своеобразные названия, но вариаций много, поэтому люди смогут спокойно выбрать. Плюс мы туда прикладываем сразу ссылки на бренды, которые активно взаимодействуют с нашим проектом, создают капсульные коллекции, чтобы гостям было удобнее искать образы. Где-то комбинировать, то есть это может быть низ от этого бренда, вверх, ну, как комфортно здесь уже. Мы не можем настаивать. Хорошо. Еще вопросы? Хәерле Идел журналынан Рәфидә. Минем Элизага сорау бар иде. Әлеге ифтар шәхсән сезнең өчен нинди роль уйный? Киенү стилегездә дип әйтик инде, чөнки сез барыгыз да шундый матур киенәсез. Ул ничектер йогынты ясатымы сезнең шулай киенүгә? Заманча матур итеп. На самый второй имеете в виду, да, как мы готовимся к образу, каждый из нас подготавливается заранее и выбирает, что наденет на Fashion Iftar. Естественно, это не только организационный момент, но и показать, какой он ислам, что он красивый, что девушка в исламе, она может одеваться красиво. И, конечно, так как мы являемся с организаторами этого мероприятия, то по нам считывают это, и девушки хотят быть похожими на нас. Поэтому для меня это тоже большая роль в данном мероприятии, моя одежда, как я выгляжу на данном ифтаре. Общение с Джанат вообще повлияло на образ моей, в принципе, внешности, потому что общавшись с ней, я поменяла свой стиль, в принципе. Но и с каждым годом он меняется. Fashion Iftar тоже дал мне определенный толчок. Я начала больше одевать женственную одежду именно после Fashion Iftar, даже когда была только гостем там. Спасибо большое. Еще есть вопрос, Татаринфа? Менә былтыр мин хәтерлим, менә кунакларны VIP һәм VIP булмаганга бүлү темасы ничектер бераз тавыш чыгарган иде. Менә бу момент ул быел да каламы, әллә ниндидер үзгәрешләр керәме? В этом году мы пообщались с Радиком и приняли решение, что второй этаж мы полностью закроем на техническую зону, так как Акбарс Ретро Карс не богат с точки зрения именно технических зон для подготовки моделей и так далее. У нас за кадром еще человек 300 как минимум. И всех гостей, кого мы будем приглашать, мы будем сажать на первом этаже. Но единственное, в этом году у нас есть возможность стать меценатом Fashion Iftar, то есть поддержать его финансово. И, соответственно, эти люди, конечно же, кто станет меценатом, попадут на мероприятие вне очереди. То есть только те, кто являются меценатом, условно говоря, они не станут VIP-гостями, они станут особо приглашенными просто гостями. В принципе, мы ни в один из годов не позиционировали людей, которые сидели наверху, как VIP-гостей, с точки зрения того, что они и были теми, кто так или иначе вкладывается в это мероприятие. Плюс наверху у нас сидели гости наших партнеров, кто оплачивает пакет участника и, соответственно, приглашает своих гостей, имеет на это право, так как является соорганизатором. В этом году также на втором этаже возле своих брендов будут находиться дизайнеры, столы для них наверху будут накрыты, но только в половину, то есть чтобы они могли постоянно отвлекаться, подходить к ним, образы подправлять, и я думаю, что это максимально верное решение в рамках того, что мы остаемся на этой площадке. То есть все мы будем, условно говоря, все приглашенные участники будут на первом этаже, не будет никакого деления. Да, те, кто приглашен, да. Хорошо, а как стать меценатом? Возможно, кто-то вот, ну, как бы уже, так скажем, проявит такое желание, куда можно обратиться, есть ли какие-то условия? Да, здесь нужно будет связаться с командой Радика. Да, у нас, вы знаете, что у нас еще сейчас идет большая работа над республиканским ифтаром. Тоже наши друзья, партнеры, кто хочет поучаствовать в республиканском ифтаре, они тоже нас ежегодно поддерживают. Если кто-то появляется, то у нас есть большая команда, которая занимается организационными процессами. То есть можно с нами связаться и принять участие. Вот, а здесь тоже приветствуется. То есть на всех социальных площадках вы, в принципе, открыты, и все желающие могут к вам обратиться сюда, например? Да, мы открыты, у нас есть доступные ресурсы. Можно со мной связаться, я тоже открыт на всех площадках. Вот, поэтому здесь с этим проблем вообще нет. Спасибо большое.
Тагын сұрауларыңыз болса, құрметті коллегалар, балалар. Радиосы. Бұл радиосының яңалыклар хезмәте. Менә мода күрсәтү дидегез, гафу итегез, мин нефтеме 6 ел узса да минем бер тапкыр булганым да юк. Шуңа күрә беренче тапкыр кызыксынган кеше буларак миндә шундый сорау туды. Монда татар дизайнерлары катнашамы, милли киемнәр күрсәтүдә бармы? Һәм моның максаты беренче чиратта нәрсә? Менә ифтар булгач без бит инде Коръәннән сүрәләр уку, вәгазьләр тыңлау, мөнәҗәтләр тыңлауны күз алдында тотабыз. Сезнең менә бу тәрбияви чарада беренче чиратта аңлавымча мода күрсәтү, үзеңне күрсәтү алга чыга кебек. Менә моның беренчел максаты нәрсәдә? Рәхмәт. Основная идея и основные задачи Fashion Iftar, прошу прощения, это объединить женщин, в первую очередь, которые ищут правильное окружение, в котором им будет комфортно, которое их поддержит. И, конечно же, помочь тем, кто покрылся или собирается покрыться, найти свой стиль. Создавая этот проект, я опиралась на свою историю. Я покрылась в 15 лет, и, конечно же, я чувствовала себя не совсем комфортно, потому что я была подростком. Но здесь я хочу помочь абсолютно всем. И мы начинаем Fashion Iftar всегда с чтения Корана однозначно. У нас читается намаз, все своевременное. И я думаю, что здесь тоже своего рода вклад в любом случае в религиозное восприятие людей, потому что одежда — это тоже язык, язык общения, язык преподнесения себя. И когда женщина не уверена в себе, не уверена в том, как она выглядит, то это очень часто тоже влияет на ее решение. Я считаю так, потому что я очень много работаю с брендами, очень много работаю с людьми и как стилист, и как эксперт в области моды на международном уровне. И именно поэтому, наверное, этот проект хотелось бы вынести в такой масштаб, да, всего мира, где женщины будут поддерживать и понимать, что они не одни. Вот, они не одни, и есть такие же девушки, которые покрываются, есть бренды, к которым они могут обратиться, и это прекрасно. Шулай ук милли брендлар турында да сұрадылар, милли Да, брендлар. будут национальные бренды, среди них бренд Алга, бренд Ирке. Они как раз-таки разных уровней, один спортивный, другой премиальный. У нас будет также бренд Туган Батыр, да? Да, и Туган Батыр, он будет сделан прямо в татарском национальном стиле. Это татарская принцесса, и все, что будет создано, это вот именно будет связано с нашими традициями и с нашими образами татарскими. Радик Мухалевич, скажите, пожалуйста, вот про коллекцию Туган Батыра очень много сказали. Кто является автором этой коллекции? У нас автором коллекции является Луиза Скипина. Это тоже известный дизайнер. Она много делала коллекций для Конгресс-татар. Вот Татар КЗ был всемирный конкурс в Узбекистане. Были шикарные коллекции Татар КЗ. Тоже вот она создавала эти образы. Вот, и мы обратились к ней, чтобы она сделала образ сказочной принцессы по сказке Туган Батыр. Вот, и поэтому думаем, что всем понравится наша коллекция. Спасибо. Рахмет, Шахри Козан. Узган елда менә исемлеккә эләгеп тә ниндидер сәбәпләр белән ифтарга килә алмаган кешеләр урынына икенче кешене кертеп булмады. Анда белүемчә керергә теләүчеләр күп. Ничектер менә бу момент истә тотылачакмы? У нас ежегодно те, кто не смог прийти, отправляют кого-то вместо себя. Ну, то есть мы, конечно, против этой меры. Обычно, мы просим предоставлять паспорт каждого, примерно, 3-го, 5-го, потому что очень часто бывает, что люди пользуются одними и теми же именами для того, чтобы пройти. А мы так или иначе решаем проблему с перенасыщением зала. То есть если у нас 1000 мест, Радик и так ежегодно старается и принимает больше, то есть 1200 человек, 1300, то есть расширяет зал уже настолько, насколько, мне кажется, это невозможно сделать. И поэтому разными методиками мы пытаемся исключить вот эту историю с лишними гостями. Поэтому в этом году у нас будет таймпэд с QR-кодами, где люди смогут прийти и показать вот именно этот один свой билет. И если это другой человек, вот, допустим, я приобрела, я пойти не смогу, я даю свой билет Динаре, в любом случае этот QR-код можно использовать только один раз. И, соответственно, так мы попытаемся решить эту проблему в этом году.
Джанат, тогда такой вопрос, а все-таки вот есть ли какая-то статистика, какой процент не записавшихся всегда пытается попасть на Fashion Iftar? То есть это же говорит, во-первых, о популярности этого мероприятия, о том, что действительно большое количество девушек пытаются туда попасть, несмотря на то, что ну, не успели вовремя зарегистрироваться. Ну, Я попробую, может, ответить на этот вопрос, потому что это нагрузка там ложится на нашу команду, которая занимается тем, чтобы дополнительно поставить столы, и мы уже к этому с годами привыкли, что мы не понимаем, как так получается, что народу оказывается процентов на 20, на 30 больше, чем запланировано. И к этому моменту мы тоже готовимся. В том году мы ставили коктейльные столы, где можно было стоя, допустим, стоять, смотреть все происходящее и тоже кушать. Вот. И все равно мы делаем с запасом на всякий случай, что если получится так, что придет народу больше. В любом случае мы никого голодными не оставим. В любом случае мы придумываем решение, чтобы всех накормить и чтобы все остались довольными. Спасибо большое, но, уважаемые участницы, это не значит, что надо идти всем, кто не зарегистрировался, тем не менее, потому что мы должны понимать, что технически просто помещение не умещает, и свои QR-кода, получается, никуда в социальной сети лучше не размещать, дабы им кто-то другой не воспользовался. Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Міне сіз бренд алға болады дедіңіз, әйме спортивный брендлардан енді міне мұсылман хатын-қызлары үшін спорт киімдері тәқдим етіле ме? Ну, их как раз-таки будут преподносить в рамках наших требований. Ежегодно в рамках Fashion Iftar, когда бренды выставляют свои коллекции, мы определяем свои правила, что это должно быть покрытие всего аурата, что это должно происходить не под музыку, а под те инструменты, которые разрешены: барабаны, духовые, нашиды и так далее. Бывает порой, что как бы бренды идут наперекор в последний момент, но в основе своей мы заявляем чистые, истинные правила религии ислам, скажу так. Вот. И бренд Алга, да, он в курсе того, что аудитория будет мусульманская, в курсе того, что мусульманкам нужна спортивная одежда, и, соответственно, мы очень надеемся на активное взаимодействие, коллаборации с ними и понимание наших требований. Тағын сұрауларыңыз болса рахмет етіп, біздің уақыт шығып барам. Мне кажется, ежегодно даже сама пресс-конференция показывает, насколько это успешное мероприятие, которое становится, мне кажется, брендовой такой визитной карточкой, в том числе и Республики Татарстан. Поэтому еще раз, пожалуйста, уточните, когда примерно откроется регистрация, и, наверное, на этом мы будем потихонечку завершать пресс-конференцию. Запись откроется примерно через неделю. Точный день мы никогда не называем, потому что в этом и есть наша импровизация, чтобы люди ждали, и чтобы не было такого, что вот кто-то подготовлен, а кто-то нет. Мы оставляем равные условия для всех. Но это будет через неделю, после выборов, как сказал Радик. А телеграм-канал тоже назовите, пожалуйста, так, чтобы все... Телеграм-канал Modest Covered, как вот у меня здесь на табличке написано. Английскими буквами. Но в любом случае в моих социальных личных сетях также будет указано для всех. То есть надо следить внимательнее. Шул менен біз бүгінгі пресс-конференцияны тәмамлайбыз һәм есіңізге төшерәбез. Fashion Iftar бу ел 8-нче мәртәбә 31 март көнне шул ук площадкада узачак һәм әгәр дә өлгерә калсак, бәлки шушыларга кадәр.